На площадке Центрального выставочного зала открылась новая экспозиция. «Церковь и государство» – это не просто фотовыставка, а масштабный исторический документ. На 45 снимках ведущего фотокорреспондента страны Владимира Попова зафиксированы вехи, в которых тесно переплелись духовная жизнь республики и ее новейшая политическая история. Конечно, мы в этом зале делаем не первый раз выставку Владимира Попова, но всегда это были разные, другие темы. А сегодняшняя выставка под таким интересным названием и достаточно объемным и содержательным, как «Церковь и государство», представляет такой фотодокумент, который складывался на протяжении нескольких десятилетий. Если присмотреться, за каждой из этих фотографий есть какая-то история, которая очень важна как для церкви, так и для государства, так и для общественной жизни. Все эти истории бережно хранит автор фотографий, заслуженный работник культуры, член Союза журналистов Владимир Попов. На протяжении полувека он документировал все самые важные события, происходившие в Абхазии, и зачастую они были неразрывно связаны с духовенством. Выставка посвящена деятельности церковных служителей. Она посвящена службе, трудной службе этих людей, которые заменили в тяжелые времена, они и сейчас заменили и психологов, и миротворцев, и дипломатов. То есть они взяли на себя большую миссию по спасению, будем говорить, такой нации. Я верующий, меня крестили, оно мне близко, я живу, я дружу, я удовольствие получаю, кроме того, что я с ними общаюсь, я еще и ведь фотодокументалист. Я обязан отразить все, что происходит в нашей стране. Владислав Арзенбах, конечно, я служил у него, я тоже человек служивый, и сопровождал. И вот здесь на одной из трапез в Афоне находится. Это в Москве. Когда у меня были выставки в Госдуме, попросил меня батюшка присутствовать при таком мероприятии в Москве. Вот я участвовал, Алексий II, наш уважаемый отец Игнатий, Виссарион отец. Это открытие погранзаставы в Гале, это молебен на военном корабле, а это замена куполов на Новоафонском монастыре, рассказывает Владимир Попов. На многих снимках отец Игнатий Киут, настоятель Каманского монастыря святого Иоанна Златоуста. Многие фотографии выполнены были в труднодоступных местах, например, в зоне военных действий, например, в Кудорском ущелье, как раз уже в разгар войны, в конец войны, когда уже нам разрешили священникам туда приехать, совершить молебны, помолиться. Это вот я с моим братом. Здесь это удивительно, это Руслан Басария, мой брат. И мы с ним неожиданно встретились здесь. И что самое интересное, не успели эти плакаты снять. Там уже через полчаса их, конечно, удалили уже. Но вы понимаете, что в какой момент мы попали на молебен. Политика Грузинской православной церкви после включения в ее состав Абхазской епархии в 1943 году привела к тому, что абхазское население дистанцировалось от православия. По словам общественного и политического деятеля Сергея Шамба, отец Виссарион стал тем, кому удалось возродить абхазскую церковь и вернуть прихожан в храмы. Я тогда возглавлял Айтгалара, и это был период такого жесткого противостояния перед войной, до войны, когда конфронтация такая была политическая между обществами абхазскими и грузинскими, и был вопрос, единственный человек Виссарион, которого предложили рукоположиться, но рукополагаться нужно было поехать в Грузию. И Виссарион не мог на такое пойти в условиях, когда такая конфронтация. Он пришел ко мне в Айтгаларе, мы посоветовались, я сказал, знаешь, мы тогда выстроили такую концепцию с ним вдвоем. Вот ты поедешь, рукоположишься, потом второй появится, отправим учиться в Москву, третий, десятый, начнем храмы открывать. Вот по этой программе он, собственно говоря, все эти годы и идет. Уже какое количество священников, какое количество храмов у нас открыто, богослужения идут во многих церквях Абхазии. Это все вот благодаря такой деятельности равноапостольской, можно сказать, отца Виссариона.
На выставке много кадров военного периода. Духовное возрождение православия шло параллельно с борьбой за независимость Абхазии, и духовенство во главе с отцом Виссарионом выступало важным ориентиром как для абхазских воинов, так и для российских военнослужащих и миротворцев. Особенно во время войны, вот в самой критической ситуации, что военно-политическая, что переговорная, что на линии фронта, батюшка мог оказаться там. И вот как сегодня помню, этот кадр во время Шромской операции вместе с Сергеем Шамбо, батюшка впереди среди наступающего батальона, и он там и служит, и общается, и он вместе с ребятами. Вот эта защита Отечества, это для него, по-моему, самое высшее. Он словом везде защищал и убеждал. И во время переговоров с политиками его подключал Владислав Григорьевич, потому что понимал, вот аргументация отца Виссариона это было чуть больше, чем у политиков получалось. Открытие фотовыставки получилось камерным, теплым и, несмотря на присутствие высшего руководства страны и официальных лиц, каким-то семейным. Потому что в присутствии отца Виссариона все как будто становятся детьми и внемлют его наставлению, а он не изменяет себе. Все так же проповедует мир, любовь и смирение. Самое главное, что мы вместе. Вот здесь на этих фотографиях мы видим, что и государство, и народ, и политики, что мы вместе. Здесь с нами Владислав, здесь Сергей Васильевич Багамович, здесь мы вместе, здесь Александр Золотинский, здесь все мы вместе. Вот дай Бог, чтобы мы, как на фотографиях, чтобы мы были все вместе. Выставка «Церковь и государство» проходит в рамках акции «Ночь в музее» и соседствует с другими экспозициями в Центральном выставочном зале. В архивах Владимира Попова хранятся сотни фотографий, описывающих взаимоотношения духовенства и независимой Абхазии. В планах фотокорреспондента Владимира Попова и Союза журналистов издание полноценной книги-альбома, которая позволит более полно представить этот исторический фотоархив широкой публике. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.